Каково влияние сточных вод на экологическое состояние рек и почв на юге Молдовы? В частности, нас интересует город Камрад, если есть у вас такая информация. Если нет, давайте в целом по Молдове. Давайте начнем как более издалека, как говорится. Потому что управление водными ресурсами – это комплекс проблем. С одной стороны, это ресурсы водные, с другой стороны, хозяйствование этих вод. И третье – сточные воды. И вот, чтобы понять все эти вопросы, их нужно как бы изучить или представить интегрированно, скажем так. Что касается конкретного вопроса, мне бы хотелось начинать с того, что в Молдавии действует закон о воде, который более-менее гармонизирован с рамочной директивой, водной директивой Европейского Союза. Данная директива имеет, так сказать, дочерние директивы, и в частности, скажем так, директива о нитратах и директива о очистке городских сточных вод. И в этих директивах как раз и сказано, как нам хозяйствовать воду, как нам относиться к данному вопросу, и что решает одна директива, что решает вторая директива. Нам, скорее всего, больше интересует директива об очистке, скажем, городских сточных вод. По данному вопросу можно говорить следующее. Наш институт занимается проблемами юга, как раз имеем тему, которая изучает, скажем так, весь южный регион, но и в том числе и Гагаузию. Все вопросы, касающиеся загрязнения водных ресурсов, оно очень хорошо видно на примере гидрографических бассейнов. И южный регион, он как раз и как бы распространяется на 4 гидрографических районах. Это это реки, которые протекают в реку Днестр, это реки, протекающие в реку Прут, реки, которые протекают в Дунае и непосредственно в Черное море. Что касается Гагаузии, то она как раз находится на территории гидрографического бассейна реки Алпуг. Реки смежные, которые как раз все протекают в Дунай. Это очень своеобразный регион. Как вы знаете, вообще юг Молдавии имеет очень большие вопросы, связанные с водой. И засухи, да. И ресурсы очень, скажем так, ограниченные. Поэтому есть вопросы, когда идет разговор о сбросах неочищенных сточных вод. Река Ялпуг не имеет такой возможности, чтобы их разбавить и проводить. Поэтому требования к очистке должны быть очень, или очистка должна быть проводиться на очень высоких, скажем так, градусах, если можно так выразиться. И в связи с этим, к сожалению, мы знаем, что очистные сооружения в Камрате, и не только в Камрате, и в Чадырлунге, и в других южных регионах. Южной части, не только Гагаузии, они плохо работают. Или не работают. В частности, в Камрате не работают. Они вообще не работают, мы в курсе, вообще не работают. И это, конечно, очень плохо. Хотя во всех сводках оно как бы считается, что работает.
но на самом деле, конечно, это сточные воды неочищенные попадают в естественные водоемы, в реку и приводят к сильнейшему загрязнению этих вод. У нас есть данные. Мы проводим очень часто, выезжаем на местах, берем пробы, изучаем химический состав данных стоков, что сбрасывается с очистных сооружений. В Камрате бываете? Скажите, в Камрате бываете? К сожалению, в Камрате не дошли, но на следующей неделе или на следующий месяц обязательно будет. То есть в планах это есть, да? В планах это есть у вас? Плановые, да, обязательно будут. Мы вот на позапрошлой неделе были в Кантемирах и в Львовах, в Кагуле, в Каушанах. Между прочим, вот в Кантемирах построено и действуют очень хорошие очистные сооружения. Это одна из самых хороших. Это где? Где? Простите. Это в Кантемирах. В Кантемирах. А скажите, пожалуйста, вот какие химические, биологические вещества чаще всего вот обнаруживаются в неочищенных или в недостаточно очищенных сточных водах, особенно вот в регионах, да, в населенных пунктах? И вот как, я сразу и второй вопрос задам. Химический состав стоков, это как бы показывает, какая хозяйственная деятельность есть в том или ином городе, в том или ином регионе. Обычно в сточных водах наших маленьких городов, где сильно индустрия, скажем, не развита более-менее переработка сельскохозяйственной продукции, если говорить о предприятиях. Что касается, но в основном это сточные воды хозяйственно-бытовые. Это то, что собирается, скажем так, в хозяйстве, в домашних условиях, в домашних хозяйствах. Поэтому это в основном нутриенты, так называемые, это азот, фосфор, которые, если попадают в естественные водоемы, вызывают цветение воды. Это органические вещества разного рода. Это какие-то, и в основном это моющие средства, потому что любое хозяйство, любое использует в достаточно больших количествах эти вещества. Поэтому данные стоки более загрязнены органическими такими отходами, которые служат питательной средой для микроорганизмов. Поэтому данные стоки, попадая в открытые водоемы, очень опасны с микробиологической точки зрения, потому что вот там могут развиваться эшерихия коли, там санитарно-показательная микрофлора, так называемая. С другой стороны, в этих же стоках с ливневыми водами, с дождевыми водами могут попасть и остатки пестицидов, остатки биоцидов, различных фунгицидов, которые используются для обработки растений, для защиты растений. И поэтому, скажем так, с предприятий, с больниц могут попасть различные остатки медикаментов или антибиотиков и так далее. Это очень серьезные вещества, которые могут влиять очень сильно на биоразнообразие этих водоемов. В частности, если там сильно много нутриентов, азота, фосфора, могут возникнуть такой процесс или такое явление, как цветение воды. Вы неоднократно, наверное, видели, кстати, в прошлом году мы отметили это замор рыб в Тареклийском водохранилище, которое очень похоже на Камрадское. И это было связано, естественно, с таким явлением, как цветение воды, то есть обильное развитие водорослей и при высоких температурах не только водорослей, но и
микрофлоры, и в таких условиях потребляется весь кислород, и рыба как бы задыхается и погибает.